It gives me a great pleasure to invite our today's chief guest, His Excellency Dr. Sher Ali Kabir, Minister of Industry and New Technologies, Republic of Tajikistan, for his remarks. Добрый день, уважаемые друзья. Мне тоже очень радостно, что мы в таком формате с вами встречаемся. Я буквально недавно был назначен министром промышленности и новых технологий. И те задачи, которые на сегодняшний момент передо мной поставлены, они связаны исключительно, Таджикистан сейчас от этого стандарта, именно от стандартов новых блокчейн-технологий немножко мы отстаем. И у меня задача догнать это и создать условия, чтобы наши молодые ребята, вот как Азизджон тоже здесь участвует, и другие ребята, они понимали, что это очень большое будущее для нашей страны, потому что вы знаете, что Таджикистан более 60% это ребята, которым до 30. Мы, основываясь именно на этом ресурсе, на молодом ресурсе, мы хотим создать все условия, чтобы блокчейн-технологии и все виды технологий, связанные с IT, они развивались и они меняли не только экономику, структуру экономики нашей страны, и создавали условия, чтобы, например, о нашей стране в мире знали больше, чем сейчас. Мы сейчас с вами обсуждаем, что сама структура мировой экономики после того, что четвертая промышленная революция заканчивается, начинается пятая, да, она связана, естественно, с зеленой энергией, с зеленой промышленностью. И сфера блокчейн в этом направлении, она является очень важным элементом. На сегодняшний момент в структуре таджикской экономики технологии, которые являются связаны с IT, они очень незначительны. И я считаю, что мы имеем большой шанс с учетом вашего опыта, то, что вы сейчас будете обсуждать, и с учетом того, что очень много молодых ребят в Таджикистане хотят быть знакомыми с этими технологиями, развиваться. Я считаю, что мы создаем очень хорошие условия для развития этой отрасли в Таджикистане. Вы сказали, что связали, что Центральная Азия, история человечества. Я более того скажу, что вся человеческая история, которую мы знаем, порядка 5-6 тысяч лет, она всегда имела какие-то значимые моменты, когда менялась вся история человечества. И именно знаковое то, что в нашем регионе, вот я всегда рассказываю, говорю ребятам, что, например, две основные первые религии, это зороастризм и митраизм, они появились именно в нашем регионе. А три основные нынешние религии, это мусульманство, христианство и иудаизм, они появились именно в территории нынешнего Израиля, Турции и Сирии, да, так называемые территории Ассирии. Поэтому то, что сейчас мир меняется, и то, что, например, нынешний президент, избранный президент Соединенных Штатов, тоже очень большое внимание и именно к вопросам сохранения экосистемы, к вопросам перехода на зеленую энергию, она создает условия для того, чтобы наш регион, который до этого был обделен, например, потенциальным привлечением инвестиций, сейчас создаются очень хорошие моменты для того, чтобы мы это видели. И на основе этого мы создавали новый пазл, мы шли вперед. Буквально я вчера я прилетел в Дубай, и все наши встречи, и вчера, и сегодня, они связаны с блокчейн-технологиями. Я не помню, что такой очень интенсивный процессы, которые всегда во время поездок появляются, и это все связано с этим. Поэтому я даже удивлен, что мы с вами буквально несколько недель тому назад говорили об этой теме, а уже эта тема, она развивается, и очень интересно. Вот здесь у нас есть наши друзья, Миша тоже, он тоже родился в Таджикистане, наш друг, он вам расскажет очень много нового, он один из ведущих специалистов в этой отрасли. И наши друзья с Малайзии тоже, у них проект здесь в Объединенных Эмиратах, порядка $1,5 миллиарда. Мы с ними говорили, чтобы как создать условия, чтобы они уже начали думать о центральноазиатском рынке. А когда они придут, это будет новое какое-то течение, и она создаст условия, чтобы сама экономика тоже менялась. Понимаете? Ресурсы, да, они есть, и ресурсы будут использоваться, естественно, но человеческий ресурс, он всегда был и остается самым главным ресурсом. А IQ, он как бы от Бога, я считаю, что от Всевышнего, и IQ, например,
ребят с Таджикистана, они вот даже вот вы их послушаете, они реально, они имеют очень сильную природную основу для того, чтобы развивать эти технологии. В общем, я очень рад, что мы с вами это обсуждаем. Мы будем делать все. Правительство Таджикистана однозначно поддерживает все новые технологии. Наше министерство, у него даже в названии новые технологии. Мы будем все делать для того, чтобы большее число людей, молодых ребят, начали знакомиться с этими технологиями. Более того, мы сейчас готовим большую программу, государственную программу по использованию блокчейн-технологий. Буквально, я считаю, что вот, наверное, в следующем году в начале будет объявлено, что вот эта новая зеленая технология и зеленая энергия, она будет уже основой стратегии развития нашей страны в течение 10 лет будущих. И блокчейн, он же основан, вот то, что Google, Apple и другие мировые компании, они уже объявили, что они до 30-го года перейдут на зеленую энергию. Естественно, зеленая энергия – это наше преимущество, потому что у нас есть потенциал. Таджикистан, Кыргызстан, вот у нас 500 миллиардов киловатт-часов, и этот ресурс мы используем всего в районе 5-6%. Они в ближайшей перспективе, я считаю, что мы с вами будем свидетелями, что эти компании, они будут строить у нас дата-центры, они будут создавать инновационные хабы. И вот буквально моя вчерашняя встреча с нашими малазийскими друзьями, это доказательство тому, что они уже переход на зеленую энергию, это создает условия для того, чтобы блокчейн-технологии в этих странах, они имели очень большую перспективу для развития. Я рад с вами общаться. Добро пожаловать. Приезжайте в Таджикистан. Мы с вами будем делать очень много в развитии блокчейн-технологий. Спасибо. Really happy that we have a young talent from Tajikistan today, and he's an example of how young talents go abroad, getting their education, and then come back and then serve the countries. I'm talking about Aziz John Azimi. He's a Knight Hennessy Scholar at Stanford University, pursuing a concurrent degree MBA from Stanford Graduate School of Business and MPP from Harvard Kennedy School. He graduated from New York University in 2016 with high honors in economics and honors in international relations. Upon graduation, he worked at the United Nations Population Fund, UNFPA, and Simon Kucher and partners in New York. Afterwards, he returned to Tajikistan to launch Tajrupt, an education startup with a mission of developing critical thinking skills among the youth and over 300 graduates to date. Aziz John is also the founder of Tajrupt.ai, the first artificial intelligence lab in Central Asia, with a focus on education and deployment of AI. Aziz John was featured in the Forbes 30 Under 30 Asia list in social entrepreneurship category for his work on Tajrupt. He's going to talk about how artificial intelligence can be integrated with blockchain for data infrastructure. Thank you very much. It's an absolute privilege to be on this conversation today. I'd like to first of all commend His Excellency Mr. Sherali Kabir for the kind words and for the invitation to be part of this panel today. It is a privilege to see that the government of Tajikistan is paying special attention to the development of new technologies, especially blockchain and artificial intelligence. And once again, my gratitude to Mr. Sherali Kabir for the immense and tremendous efforts he's doing in pioneering a new industry in Tajikistan, a new industry that is definitely the industry of the future that we're seeing being developed already today. Today, ladies and gentlemen, I wanted to address a few points in regards to how blockchain's role is even more important at the time of artificial intelligence. As the distinguished moderator just noted, I'm the founder of Tajrupt.ai, which is the first artificial intelligence laboratory in Central Asia. Right now, with two verticals of work. First, we're educating engineers in machine learning, which currently is one of the most demanded professions globally. There's a global limited labor supply of machine learning engineers, but a great demand for such engineers everywhere from leading tech companies to retailers and manufacturers. And our job at Tajrupt.ai is to educate a new generation of machine learning engineers in Tajikistan who could be doing work for top companies sitting here in their homeland and contributing to the local economy. The second vertical of our work is deployment. We're working on deploying artificial intelligence models in the economy of Tajikistan to showcase that AI isn't just the future, but it is the present. It
it is here today. Just recently, we had signed a memorandum with 3 banks in Tajikistan in order to deploy artificial intelligence in their credit scoring capacity. So we're showing by example that Tajikistan is already taking the first steps as the pioneer, the regional leader in artificial intelligence in the Central Asian region. And I also like to note that we're partnering with Microsoft on deploying artificial intelligence in healthcare by looking at COVID-19 data in local universities in Tajikistan. So seeing that our small work is being appreciated by top companies like Microsoft is a commendation to the prospect of Tajikistan as a future AI hub in the region. In regards to blockchain, what I wanted to note is that when we consider the future of AI, AI is based on quality data. Data is the foundation for the machine learning models that are created, or the machine learning models that are deployed across industries, from finance and logistics to healthcare and manufacturing. And when we consider data, we should be looking into it as the new oil, because really data is what powers the industry of today. It is what powers the functioning of the economy globally that we see today in the world. And what I would like to note is that when we look at blockchain's role in not only securing the data infrastructure, but also expanding, democratizing access to data to underserved populations, it serves as the fueling engine for the growth of AI so that researchers, companies, institutes can do more work in analyzing the data and converting it into new products. That is why I would like to note that when we consider blockchain, if blockchain is adopted as a good governance measure and data is secured, it is stored by governments, by entities, by private companies, that provides the foundation for more of AI to be deployed, to utilize, and have better outcomes in all facets of our society. So I'm extremely privileged that this topic is being considered at this moment. And there are a few companies globally that are already doing this type of work. For instance, Microsoft just recently announced a public framework whereby blockchain is being utilized in order to incentivize the deployment of their internal data analytics models. Users on Ethereum are being rewarded for using this technology and applying their own insights for the functioning of the models that Microsoft is creating with machine learning. So once again, it is an absolute privilege to be part of this conversation today. And at the end of my remarks, I would like to just once again note that the government of Tajikistan, the efforts it is taking in artificial intelligence and blockchain are unparalleled in our region. And that is exactly what gives me the hope that the work that company that I'm running, that other companies that we have in our country are doing, is that we are contributing small steps to a big road ahead, one that will bring Tajikistan competitive advantage in new technologies in the economy of the future. So once again, thank you very much, and I hope to hopefully host all of you one day at Tajrat AI. Thank you very much. Thank you very much, Aziz John.